Татары очень вежливый народ, и они точно знают, как похвалить ваше новое красное платье. Синең җете кызыл күлмәгең бик матур. Или синең кып-кызыл күлмәгең матурларның матуры. Кып, җете и бик – это степени сравнения прилагательных. Рассмотрим их. Итак, бывают простые прилагательные кызыл, матур. Здесь все понятно. А вот если вы насолите татарам, то получите в виде комплимента сравнительные прилагательные. Синең кызыл күлмәгең матур, ләкин минеке кызылрак һәм матуррак. Сравнительное прилагательное создается с помощью рак, рек. А когда татары хотят подчеркнуть свою крутость, они используют превосходную степень. Существует целых 3 варианта. Кып-кызыл, мап-матур, ем-яшель. Присоединяем букву «п» и «м» к первому слогу слова и повторяем его. Да-да, странный способ, но ты попробуй, тебе понравится. Бик матур, жеті кызыл, дүм қора, иң гүзел. Просто добавляем бик, иң, жеті и дүм. Третий и самый оригинальный способ повторения слова типа матурның матуры. Красивейший из красивых. Если окружающие заподозрили, что ваше новое красное платье не такое уж и красное, но не хотят вас обидеть, используется унизительная степень прилагательного. Синең кызгылт күлмәгең бик матур. Типа красноватое платье. Образуется оно не просто, у каждого прилагательного свой аффикс. А вот у слова матур нет уменьшительной степени, потому что татары всегда прекрасны.